30 мая в рамках рабочего визита в Донгаринский район Хатлонской области. Эмомали Рахмон ознакомился с ходом полевых работ и целевым использованием земли в дихканском хозяйстве Хурасон в селе Дусти села Лалазар. Было сообщено, что в питомнике этой дихканской фермы, которая была построена на площади 13 гектаров, фермеры занимаются выращиванием черенков, рассады и цветов, а также декоративных и тенистых кустарников. Существует 32 вида растений, в том числе зеравшанский, березовый, морошковый, каштановый, индийский сирена, декоративная слива, кукурузный, крымская сасна, вечнозеленая магнолия, лавровый, жасмин, филгуш, зилал, вишня мичурине, яблоко, хорошее яблоко, аризонский кипарис, эльдарский можжевельник, нежная акация, шафран, яблоневый цвет, грушевый цвет, вишневый цвет и роза. Следует отметить, что ранее в Донгаринском районе не было питомника, а для благоустройства, строительства и благоустройства жители питомников в других регионах страны удовлетворяли свои потребности. Фермеры в сотрудничестве с учеными занимаются выращиванием и адаптацией растений, цветов и кустарников из яиц, черенков и другими современными методами. После ознакомления с деятельностью фермеров по развитию питомниковой промышленности и обеспечению других регионов страны декоративными и теневыми растениями, цветами и кустарниками, Эмомали Рахмон дал конкретные указания. Эмомали Рахмон поговорил с фермерами дихканской фермы Хурасон о развитии садоводства, расширении садов и виноградников, адаптации различных видов фруктовых деревьев к окружающей среде региона, увеличении экспорта экологически чистой продукции Республики Таджикистан и реализации других целей. Республика Таджикистан предоставила полезные советы и рекомендации. Благодаря круглосуточной работе, богатому опыту, использованию современных методов выращивания и рекомендациям специалистов, сегодня выращивание всевозможных продуктов и растений в дихканском хозяйстве Хурасон находится в хорошем состоянии. С предыдущих лет и по сегодняшний день жители района Дангхара славятся своей тяжелой работой на полях и достижением желаемых результатов, как дома, так и за рубежом, и играют ключевую роль в обеспечении жителей продовольствием и экспортом фруктов и овощей. В продолжение рабочего визита президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на дихканском хуторе Хурасон ввел в эксплуатацию производственное предприятие «Биотех». Дихканское хозяйство и производственное предприятие были созданы как научно-практический центр по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции и лекарственных растений. На фабрике перерабатываются фрукты, в том числе шелковица, виноград, абрикос, вишня, боярышник, хрен, фенхель, ковар, бабуна, какути, которые таджикский народ обрабатывает в домашних условиях с древних времен, используя современные промышленные технологии. Также технологические линии промышленного предприятия «Биотех» позволяют регулярно производить соки за счет ресурсов собственных фруктовых концентратов и за счет импорта концентратов тропических фруктов, в том числе апельсинов, мандаринов и манго. Продолжая визит, лидер нации Эмомали Рахмон ознакомился с деятельностью теплицы и процессом строительства садов и виноградников в дихканском хозяйстве Хурасон. Площадь теплицы составляет 2 гектара, где готовится 1600 лимонных кустов, 150 тысяч сезонных цветов, 10 тысяч цветов и комнатных растений, а также 80 тысяч цветочных кустов. В теплице есть множество популярных цветов, в том числе шалфей, бархатцы, целозия, бегония, колеус, гипоэстезия, циния, пеларгония, алиций, традисканция, хлорофитум, портулак, спираль хедера, папоротник, спаржа, филия, шефлеус, фикус. Петуния и суккуленты присутствуют. Дихканское хозяйство Хурасон было основано в 2017 году и имеет 142 гектара земли, из которых 88 гектаров составляют сады, в том числе 33 гектара вишни, 18 гектаров сливы, 8 гектаров абрикосов, 4 гектара миндаля, 11 гектаров фисташек, 7 гектаров груш, 0,60 гектаров гранатов, 0,20 гектаров инжира, 0,80 гектаров фиников, 1,5 гектара вишни.
1,5 гектара грецких орехов, 0,50 айвы и 2 гектара виноградников. Фермеры также посадили 12 гектаров пшеницы, 4 гектара ячменя, 6 гектаров дыни, 1 гектар овощей и 0,50 гектара раннего лука. 70 местных жителей обеспечены постоянными работами на этой ферме, и каждый год число работников увеличивается из-за сезонной работы. Одной из мер, положивших начало развитию сельского хозяйства в районе, является орошение земель. На первом этапе в 2006 году 2500 гектаров, на втором этапе в 2016 году было орошено 1750 гектаров, а на третьем этапе с 2016 года по настоящее время 1750 гектаров земли. Предприятие было создано патриотами района в сотрудничестве с Фондом поддержки развития предпринимательства. В случае полноценной работы предприятия Биотек до 120 местных жителей будут обеспечены постоянными рабочими местами. Все участвующие специалисты являются местными жителями и научились использовать оборудование и обрабатывать продукт. Каждый продукт, импортируемый на завод, перед обработкой тестируется в собственной лаборатории. Для обеспечения предприятия продукции акционеры Дихканского хозяйства Хурасон имеют площадь 5 гектаров томатов, 3 гектара сладкой кукурузы, 3 гектара бобов, 1,8 гектара календулы, 1,6 гектара ромашки, 1,5 гектара фенхеля, 0,50 гектара укропа. Посажено 2 гектара бобов, 0,7 гектара красной свеклы, 0,3 гектара мармелада, 0,25 гектара кукути, 0,50 гектара инжира, а также около 3000 коваров и 3000 куч. Опыт и результаты, полученные акционерами фермы, показали, что можно создавать сады и виноградники, выращивать различные сельскохозяйственные продукты и получать желаемый урожай в любом районе, при условии соблюдения всех требований сельскохозяйственного сектора при посадке, посеве и уходе. Сегодня трудящиеся Дангхарского района очень активны и принимают меры по рациональному использованию воды и земли, и их конечной целью является содействие достижению одной из стратегических целей правительства Республики Таджикистан – обеспечение продовольственной безопасности. Опыт показывает, что в последние годы приобретение вакантных земель и трудоустройство граждан дало толчок к повышению уровня жизни и экономическому развитию района. Своевременное выполнение инструкций и руководящих указаний лидера нации Эмомали Рахмона во время его рабочих поездок и выполнение послания президента Маджлиси Оли Республики Таджикистан предоставили возможность увеличить количество модельных садов и восстановить залежные земли в районе Дангхара. Для хранения сельскохозяйственной продукции, лекарственных цветов и кустарников под эгидой фермы было построено холодильное хранилище вместимостью от 3 до 4 тысяч тонн продукции. Следует отметить, что объем промышленного и сельскохозяйственного производства в Дангхарском районе достиг 598 миллионов 837,4 тысячи самани, что на 47 миллионов 693 тысячи самани больше, чем в 2019 году. За первые 4 месяца 2020 года из всех источников было создано 437 рабочих мест, что на 176 больше, чем в прошлом году. В Дангхарском районе в рамках 4-й общегосударственной цели быстрая индустриализация страны и национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года строительство и ввод в эксплуатацию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, переход от агропромышленного к индустриально-аграрной стране для увеличения производства, индустриализация и удовлетворения требований потребительского рынка будут осуществляться поэтапно. Растущее внимание и поддержка главы государства Эмомали Рахмона развитию промышленности и созданию широких возможностей для отечественных производителей и предпринимателей заложили прочную основу для развития этого сектора в районе Дангхара.
В соответствии с планом и комплексной подготовкой к национальным праздникам в районе продолжается строительство ряда других промышленных предприятий, что наряду с ускорением производства отечественной продукции также будет активно способствовать созданию новых рабочих мест. После знакомства с дихканским хозяйством Хурасон президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил удовлетворение результатами деятельности акционеров и дал конкретные поручения чиновникам по дальнейшему развитию сельского хозяйства и реализации четвертой общенациональной цели – быстрой индустриализации.